Скоро на всех озерах республики начнется главная охота года. Готовьтесь заранее. Приходите в Баянай, покупайте только проверенные патроны Главпатрон и Искра, и тогда Баянай будет с вами. Мы сейчас получили легенду точки координат на Trophy Raid. Это, напомню, это линейный маршрут, и взятие всех точек обязательно. На этом этапе также есть прохождение обязательных отрезков, так называемых коридоров, которые необходимо пройти в обязательном порядке. Сейчас мы направляемся на 50-й километр Дамского тракта, где будет точка старта. Время, отведенное на автомобили нашего класса, на класс спорт, составляет 24 часа. Прибыв на место старта, мы даже не подозревали, что нас ожидает. А ожидал нас обязательный стартовый коридор, состоящий из водной преграды. И если для опытных спортсменов это было достаточно простым делом, то для нас это было серьезным испытанием. Глядя на ту легкость, с которой преодолевали эту преграду джимники, в нас селилась небольшая уверенность. Но, тем не менее, нужно учитывать то, что вес у нашей машины больше, да и резина менее агрессивная. Нашему экипажу был дан старт, и, увидев засевший перед нами ГАЗ-69, мы предприняли очень простую тактику. С разгону заехать в водную преграду и продвигаться до тех пор, пока это будет возможным. Тот самый неизбежный момент застревания настал, и Олег взял корзащитную стропу, удлинители и начал растягивать лебедку. Ну а я остался в автомобиле и наслаждался неведомыми до этого момента ощущениями. За это время мимо меня проплыли несколько автомобилей класса спорт, в том числе ГАЗ-69, а также Sanyon Corando. С этими ребятами, кстати, мы решили идти в паре. Как показал опыт предыдущего этапа GPS-ориентирования, в паре проходить маршрут гораздо интереснее и веселее. Казалось бы, что могло нарушить эту идиллию? Сидишь посреди озера, смотришь на проезжающих участников, а нет, не обошлось и без стресса. К счастью для нас, ну и для себя, УАЗик не намотал наш трос на свои колеса. Там был трос наш. Но мы с Олегом не на шутку испугались. Все достаточно печально. Генератор отключился из-за воды и сейчас показывает меньше 10 вольт. Я не знаю, сколько еще продержится, но я думаю, что ребята успеют вытащить. Под ногами вода.
В процессе подготовки к соревнованиям мы старались учесть все слабые места автомобиля и по возможности их устраняли. Но на самих соревнованиях проявились некоторые слабые стороны, которые достаточно сильно затрудняли наше продвижение по трассе. Итак, вылезли из воды, зарядка заработала, ремень высох. Сейчас пытаемся выйти. Надо сказать, что водная преграда достаточно сильно подкосила наш боевой дух. Также мы много времени потеряли на то, чтобы устранить некоторые неполадки, которые возникли после прохождения стартового коридора. И вы видите, что нас уже обгоняют автомобили класса Proto. Подъехав к одной из первых точек трофи-рейда, мы осознали, что стартовый коридор — это была своеобразная разминка. Здесь нас посетила идея брать точки по возможности и посмотреть трассу, проверить свои силы. Напомню, что нас обогнали уже автомобили класса Proto, а это означало наличие очень глубокой колеи, которую мы по возможности, конечно, объезжали, но чем дальше мы продвигались, тем тяжелее было это делать. В конце концов, после раннего завтрака мы приняли решение развернуться и поехать обратно. Итак, сейчас 5 утра. Вообще, с самого старта мы как-то осознали, что трасса на самом деле достаточно серьезная, и попробовали просто проехать трассу без взятия точек до первого КП с 17 номером, но что-то случилось, неполадки небольшие у нас, и мы возвращаемся обратно. А это вообще первая точка. Да. Ну, сколько мы сюда ехали, столько и пилить. Вторая, третья. Итак, выбрав примерный маршрут по навигатору, мы начали свое продвижение в обратном направлении. Нам очень не хотелось возвращаться по стартовому коридору, и мы по карте нашли достаточно хороший сухой выезд на трассу. Многие из вас сейчас задаются вопросом, почему вы, ребята, не поехали до конца, не стали рубиться до последних сил ваших и техники. Почему вы развернулись и поехали обратно? Ну, ответ простой. Я думаю, что для первого раза, во-первых, этого достаточно. Во-вторых, мы нашли определенные слабые места автомобиля, и которые, конечно же, постараемся устранить. И в-третьих, все это, конечно, делается в первую очередь для удовольствия. Свою дозу удовольствия мы, конечно, получили. Хоть этого и не видно по моему уставшему лицу. Итак, мы уже видим дорогу до трассы. Что тогда сразу на базу? А? Сразу до базы? Да? Накачиваемся. Итак, мы на асфальте. Сейчас мы едем обратно на точку старта. Голос пропал. Там ребята забыли топор. Сейчас мы его заберем, а потом поедем на базу. Топор был благополучно найден, и вот так вот закончился для нас Samurai Trophy, первый чемпионат, в котором мы принимали участие.
Мы приехали в лагерь, выспались и к вечеру подъехали на финишный коридор. На Тосоле ездить. Топливо такое дорогое.